Раз. Здравствуйте. В понедельник утром группа актеров Саха-театра вылетела из Якутска в Москву на фестиваль «Золотая маска». Уже во вторник они представят на суд жюри свою конкурсную работу, спектакль по пьесе Гарсиа Лорка «Дом Бернарды Альбы». С какими настроениями и какими планами поехали они в Москву? Об этом сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Сегодня в Якутском городском федеральном суде продолжились слушания по так называемому делу мэрии. Одним из ответчиков на нем выступает Елизавета Николаева. До ареста в середине февраля прошлого года она занимала должность заместителя министра финансов, начальника финансово-казначейского управления Минфина по городу Якутску. И сама подсудимая и ее защита пытались неоднократно уже, в общем-то, изменить меру пресечения на подписку о невыезде. И тем не менее Елизавета Николаева остается под стражей в следственном изоляторе. Одна, кстати сказать, потому что все остальные подсудимые уже по подписке о невыезде. В Якутске прошла презентация учебного центра корпорации Microsoft. Компания сделала жест доброй воли и бесплатно поставит для компьютерных классов школы республики программы Windows 98 и Windows 2000. Кроме того, компания передаст курсы с обучающими программами для школьников по созданию своего электронного портфолио для успешной карьеры, созданию маркетингового плана, базы цен на рынке товаров и информационного бюллетеня. Такие вот благотворительные акции компания Microsoft проводит в 133 странах мира. В странах, надо сказать, не самых богатых, и Россия в их числе. Увы. В субботу в Якутске прошел городской конкурс барменов «Золотой шейкер». В ловкости и креативности при создании самых необычных коктейлей в 3 номинациях соревновались 7 барменов. В 2 номинациях победу одержали девушки. Девушек-барменов в наших питейных заведениях в последнее время становится все больше и больше. Да, но никогда прежде они не добивались такого ощутимого успеха. Да, вот на конкурсах профессионального мастерства все-таки мужчины всегда лидировали. Вот непонятно, правда, хорошо это или плохо. И в заключение извещение о закрытии с 15 апреля ледовых переправ Якутск, Нижний Бестях и Хатасы, Павловск. А с понедельника на них введено ограничение общей массы автомашин до 10 тонн. Сюзанна Оржак и артисты Саха-театра всю прошлую неделю готовились к фестивалю «Золотая маска». Готовили спектакль по пьесе Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы». Это дипломная работа Сюзанны, выпускницы Арктического института культуры. Уезжая после института домой в Туву, Сюзанна и не думала, что ее вызовут в Якутск, потому что спектакль номинирован в 3 разделах «Золотой маски». Лучшая режиссура, лучшая женская роль, ее исполняет Степанида Борисова, и лучший спектакль большой формы. Я рыдала, я плакала, я думала, я больше сюда не вернусь никогда, как жалко, я просто не ожидала, что придется мне возвратиться сюда для такой участи, да, для репетиции такого спектакля, который номинирован. Это было очень отрадно и приятно. Хотя я до сих пор не верю в это, отношусь пока так легкомысленно, можно сказать. Что за спектакль вы делали? Что бы вы могли сказать? Что это за спектакль? Насилие порождает революцию, либо спасение в смерти. Любовь к свободе, самое главное для героинь спектакля. Вы немножко его решили в такой эстетике сюрреалистической, наверное, даже можно так сказать. Идея как вот такая пришла? Мы с художником очень щепетильно обсуждали про сценографию, и мы решили, что чисто испанские цвета, это красный, белый и черный, они очень символистичны. И мы в спектакле решили некоторые сцены, можно сказать, символами, знаковостью некой, пластикой. Кто у вас был художник спектакля? Художник, потрясающий человек, мой друг Михаил Егоров, он выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Я тоже раньше училась в ней, закончила, актриса драмы и кино. Он учился у профессора Геннадия Петровича Сотникова, у друга Андрея Савича, они вместе уже 20 с лишним лет работают. И мы, как бы ученики Борисова, Андрея Савича и Геннадия Петровича Сотникова, тоже как-то создали свою команду, и у нас получился вполне удачный тандем, мне кажется. Для вас самым сложным что оказалось в этой работе? В
принципе, сложностей не было. Актрисы с упоением взялись за роли свои, они просто бредили спектаклем, бредили лоркой, поэзией. И с удовольствием они играли, с любовью. Они были влюблены, я тоже в них влюблена. Это была такая взаимная любовь, что, мне кажется, она передается, эта энергетика в зал. Там все женщины очень хотят, мечтают, желают. Ну, это нормально. Любви. Это нормальное человеческое желание. Как вы считаете, какая сцена в спектакле больше всего удалась вам? То есть, если бы вы попробовали представить, что какая-то из сцен может быть визитной карточкой спектакля, то это была бы сцена какая? Но это была бы сцена с ложками во втором акте, когда в доме идиллия, все разговаривают как мед. То есть речь как ручей струится, хотя внутри такие страсти, вражда, ненависть, зависть, но они вот все улыбаются и ужинают с этими ложками, танцуют, смотрятся. Ну, мне кажется, эта вот сцена очень такая интересная. Ну, по характеру это вам близко, нет вообще? Такая, скажем, ну, антагонизм, скажем, внешнего и внутреннего происходящего. Да. Это вы. Я спокойная, уравновешенная, можно сказать, адекватная девушка, но внутри, быть может, есть, наверное, какой-то огонь, который может просто убить человека. Я боюсь его. Я не знаю. Андрей Исаевич говорит, вот, и у меня была дипломная работа «Желанный голубой берег», и его выдвинули на госпремию, он получил госпремию. Говорит, мои ученики точно так же должны со своими работами первыми, да, как бы пытаться победить или там завоевывать лавры. Чтобы, он надеется на это и верит. Я тоже верю, что все будет хорошо. Вот это ваш первый спектакль. Что будет дальше? Известно? Планы какие? Я собираюсь поставить в Тувинском театре Чингиза Айтматова «Белый пароходик». Для нашего театра это очень такой вот близкий материал. Затем есть предложение поехать в Уфу, где мы вот 2 месяца с Михаилом Егоровым тоже недавно поставили, приехали из Башкирии, поставили спектакль «Wanted Carmen», разыскивается Кармен. Вроде бы все получилось удачно, и есть предложение ставить в театре НУР, татарский театр, и в Русском академическом театре. Это та самая сцена с ложками в начале 2-го акта. Дом Бернарды Альбы на сцене театра имени Пушкина будет представлен в среду. Это по якутскому времени. Имена лауреатов будут объявлены 14 апреля. Смотрите завтра в выпуске «Экса». Я знаю, сколько стоит одна шоколадка. Сколько? 6. Рублей. А еще дети не знают, сколько родители тратят на их содержание в садиках. Впрочем, и родители тоже не в курсе. Так вот, завтра о новом порядке выплаты компенсации на содержание детей в детских садах.